Игорь – автолюбитель с опытом, за рулем не один год и, конечно, уже не раз оформлял полис обязательного автострахования. Каждый раз, по его словам, сталкивался с проблемой. На то, чтобы получить заветную страховку, уходили даже не часы, а дни, рассказывает молодой человек. Раньше это было достаточно проблематично, надо было отстоять большую очередь, даже не один день очередь. Делали список, и уже на следующий день приходили люди. С этого года оформить полис обязательного автострахования можно, не выходя из дома. Предоставлять эту услугу все страховые компании обязали поправки в закон об ОСАГО, принятой Госдумой. Процедура покупки электронного полиса достаточно простая. Для нее потребуются те же самые документы, что для приобретения полиса в офисе. После покупки полис ОСАГО будет отправлен на адрес электронной почты покупателя. Также он будет храниться в личном кабинете. Страховые компании у нас обязаны будут обеспечить оформление электронных полисов ОСАГО, чтобы не было такого, что постоянно зависали сайты или находились на технических перерывах. Дело в том, что граждане Российской Федерации, которые захотят воспользоваться услугой, должны в любое время, в любое для них удобное время получить электронный полис ОСАГО. Законодательно у нас ограниченное время не функционирования сайта, максимальное время 30 минут в течение одних суток. Притом страховая компания у нас обязана будет не менее чем за сутки объявить о том, что будет проводиться технологические работы, и указать на главной странице своего сайта время и дату окончания технологических работ. Технологические работы по закону, опять же, они у нас должны проводиться не чаще, чем один раз в месяц, и проводиться должны они с 22:00 до 8 часов по московскому времени. Кроме того, оформляя полис, главное не попасть в руки мошенников. Случаи уже были. В конце прошлого года в Кызыле по подозрению в изготовлении и сбытии поддельных полисов были задержаны 2 мужчин. Работали злоумышленники на квартире. С помощью ноутбука, лазерного принтера они печатали документы и квитанции к ним. Клиентов искали через интернет. Разместили объявление ВКонтакте, в интернете с целью о том, что продаем ОСАГО без техосмотра, недорого. И потом распечатывали данные клиентов на полисах и продавали им за определенную сумму. Поддельные документы стоили от 1000 до 1500 рублей. С сентября по ноябрь задержанные мужчины успели сбыть около 30 фальсифицированных страховок и квитанций к ним. Чтобы не стать жертвой мошенников, не следует гнаться за дешевизной. Покупать полис нужно именно по той цене, которая предусмотрена законодательством. Оформлять страховку нужно в проверенных компаниях. Точные адреса можно узнать на сайтах Банка России или Союза автостраховщиков, а не на сомнительных сайтах. Помните, в этом случае скупой точно платит дважды. А при возникновении вопросов с заключением договора ОСАГО в электронном виде вы можете заполнить форму в интернет-приемной Банка России или направить письменное обращение в Управление службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Анастасия Маслова, Алексей Филиппов, Илья Сапун, телекомпания «Новый век».